Провожать бойцов добровольческого отряда приехали родные, близкие и те, кто даст самый дельный совет. Участники спецоперации, недавно вернувшиеся с передовой. Встретили их с почетом. 21 военному вручили награды за проявленное мужество и героизм. Не только мы провожаем, а все ребята, которые там уже побывали, и все они провожают наших ребят и делятся своим опытом. Конечно, им сейчас тяжело будет, потому что зима начинается. Поэтому ребятам хочу пожелать самое крепкое здоровья. Пусть они возвращаются домой целыми сохранностями. Но я надеюсь, потому что они прошли всю подготовку, и они достойно там будут служить своему отечеству и будут защищать нашу Родину. Центр подготовки добровольцев «Боотур» был создан в 2022 году и с тех пор непрерывно ведет свою работу. Обучение необходимым навыкам – один из ключей к победе. Основными направлениями курса являются практика техники ведения боя, огневая и инженерная подготовка, а также освоение военной медицины. В основном большой акцент это был на медицинскую тактику, по медицине в основном, для оказания первой помощи и доврачебной помощи. Вот так. Тут ни с кем не нянчатся, никого не умоляют и не просят, ты хочешь туда или не хочешь. Если не можешь выполнить задачу, здесь, например, да, по части физподготовки, тактики специальной подготовки и по медицинской части, то, говорят, дверь открыта, можете обратно домой. Решение добровольца об участии в спецоперации не всегда просто принимается родными и близкими. Однако после прохождения военной подготовки у них появляется уверенность в готовности защищать Родину. Я сегодня провожаю своего мужа. Сборы прошли. Сначала было тяжело вообще воспринимать, да? А потом с каждым разом все стало лучше. И сейчас он готов защищать свою родину. Якутяне с первых дней спецоперации проявили себя как отважных и умелых бойцов. Решающий вклад в это продолжает вносить Центр подготовки добровольцев. В Боотуре уверены, что 32-й отряд доблестно выполнит боевые задачи, чтобы приблизить победу. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск.